рождения второго ребенка у меня получается, да, вот жена у меня попросила сделать один растущий стул. Я как-то сделал этот растущий стул. Все нарисовал, начертил. И как-то получилось, что такого небольшого материала, да, получилось такой стульчик растущий. И мне это понравилось. Потому что там на этом можно заработать, как бы, да. На одного мебели производства, да, на одного стульчика уходит 4 дня, по идее, да. Но так как у нас как серийный выходит, да, это получается у нас в день выходит 5-6 стульев в день. Первый процесс получается у нас резка на ЧПУ, фрезеровка на ЧПУ станке. После отправляем его на вторую обработку, тоже получается грубая шлифовалка, то есть шлифуем на ленточной, и после этой обработки мы отправляем на более такую чистовую шлифовку. После чистовой шлифовки отправляется детально сверление, то есть там все заготавливается, все там крепление. Далее у нас получается вот покрасочная. Мы красим тут пистолетами. Сушим на сушилке для ускорения процесса покраски. Да? Сушатся они 10 минут на сушилке. Сейчас покажу я, как настраивается. Отвинтиваем вот эти винты. Мы передвигаем его, получается, на второй и на первый. Это получается для самых маленьких, самый высокий уровень, который его можно поставить самый верхний. Это получается с 6-7 месяцев, когда ребенок уже начинает сидеть. Имеются такие ограничители, его вставляется на сиденье и передвигается по высоте. В будущем у нас планы расти. Сейчас мы планируем построить новую мастерскую, побольше, пошире, да, и обновить некоторые станки. Вот. Рост у нас получается на детские кроватки будут, то есть на серийное производство у нас как бы сейчас мест не хватает. Для того, чтобы смело взяться, надо все это придумать заранее. И если получается, то лучше смело уже начать.